Сегодня в столице завершается вторая спартакиада среди ветеранов города Якутска. Вчера в шашечном центре прошли первые этапы мероприятия. Сегодня завершающие два – волейбол и настольный теннис. С подробностями Нюргуяна Егорова. Сегодня на одной линии построились душой нестареющие ветераны из 7 округов города Якутска, из поселков Хатасцы и Марха всего 9 команд. Автодорожный округ представляли 20 человек, среди них есть ветераны спорта. Участники напомнили былые времена пионерии. Красные галстуки, пилотки и вперед с песней. Я выступаю в настольном теннисе, занимаюсь уже более 50 лет этим видом спорта, поэтому посещаю комплекс «Давсун». Там собираются и ветераны спорта настольного тенниса, и высококлассные игроки, поэтому есть с кем поиграть. Но мы занимались по разным спортивным залам. Вот спортивный зал кооперативного колледжа и спортивный зал еще какой по берегу у нас какой был, коррекционной школы. Вот два. И еще один раз занимались в академии, педакадемии и сельхозакадемии. Ветеран Великой Отечественной войны, в прошлом физкультурный работник Семен Жирков в преддверии майских праздников находится в отличном расположении духа. В свои 87 лет Семен Семенович хорошо играет в шашки, не пропускает ни одного турнира. На этот раз пришел болеть за соседей по Губинскому округу. Физкультура нужна всем с маленьких лет до преклонного возраста. Я как ветеран спорта очень благодарен руководству города, нашего округа и других округов, что они активно участвуют в соревнованиях ветеранов физкультурного движения. Для пожилых людей в столице республики проводится множество культурных, спортивных и других мероприятий. Практически еженедельно их участники собираются по интересам. По полевой стрельбе и по шахматам участвуют участники Великой Отечественной войны. То есть ветераны дают понять молодым, что у них еще есть порох в пороховницах, и они тоже поддерживают здоровый образ жизни. Отметим, что этот год знаменателен еще и Олимпийскими играми. В республике спорту уделяется большое внимание. Соревнования такого масштаба для ветеранов проводятся во второй раз. Отрадно, что желающих заниматься физкультурой и спортом среди людей уважаемого возраста становится все больше. Уже сегодня станут известны победители по волейболу и настольному теннису, а в конце дня спартакиада завершится, и мы узнаем ее победителей. Нюргуяна Егорова, Дмитрий Сургучев. Новости столицы.